политическое влияние, культура. Много раз Болгар подвергался нападениям. Сначала его завоевал хан Батый, потом его сжег Тимур. И, наконец, великий князь Василий Темный окончательно разрушил город. Жизнь Болгара, некогда могучего и процветающего, угасла. Сегодня древний город Болгар – это один из наиболее популярных туристических центров Татарстана и России в целом. Памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно тысячи мусульман прибывают сюда со всего мира. Это для нас самый главный праздник. Вы сегодня увидите огромное количество людей, не только из Татарстана, из других регионов, из-за границы. Белая мечеть и памятный знак были построены по просьбе верующих как дань предкам татарского народа. Здесь хранится уникальный экспонат – самый большой печатный Коран в мире. Болгар дорог сердцам татар так же, как дороги строки поэмы великого татарского поэта Кургали. Здесь религии и культуры мирно сосуществуют друг с другом. В Болгар приезжают все, кто хочет прикоснуться к истории и корням татарской культуры. Не только мусульмане и христиане. Каждый должен посетить это уникальное место, чтобы узнать больше о великом прошлом, увидеть настоящее и стать свидетелем нового будущего Болгара. Древний город Болгар. Загляните в прошлое, чтобы увидеть будущее. Волга – пожалуй, главное сокровище Татарстана. Самая длинная река в Европе, торговый и туристический путь, ведущий нас к другим интересным историческим местам, таким как остров Граций-Яжск. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи, и, дивясь перед собой, видит город он большой. Стены с частыми зубцами, и за белыми стенами блещут маковки церквей и святых монастырей. 4 раза Иван Грозный безуспешно пытался взять столицу Казанского ханства. И каждый раз защитники города мужественно отбивали атаки русских войск. Иван IV, в 17 лет приказавший называть себя царем, вошел в историю под именем Иван Грозный. Он увеличил размеры России вдвое, присоединив к Московскому царству Казань, Астрахань и Сибирь. Легенда гласит, что Иван Грозный во сне увидел крепость, которая поможет ему взять неприступную Казань. По приказу царя целый город был построен за 1000 километров от Казани. После чего все постройки были разобраны, связаны в плоты и сплавлены вниз по Волге к Свияжску. Всего за 4 недели деревянный город был вновь собран на острове. Строительство Свияжска в короткие сроки, вот так, как для того, чтобы потом взять другой город, это вещь уникальная. Он стал опорным пунктом, позволившим Ивану Грозному наконец-то завоевать Казань. В месте столкновения двух цивилизаций родилась великая держава. Вот представлен здесь макет острова Свияжск. Это территория 63 гектара. Сказки, подвиги, религия, войны – все это собрано здесь, на этом маленьком островке. Посетите единственную деревянную церковь на Волге, где молился Иван Грозный. Красота соборов и церквей потрясет вас. Успенский собор уникален. Здесь сохранилось множество неповторимых фресок, в том числе изображения святого Христофора и самого Ивана Грозного. Остров Граций-Яжск – не только историческое и духовное место, это еще и туристическая достопримечательность. Остров войны, сегодня остров мира и согласия.
Грозного все еще бродит здесь. Приезжайте в Свияжск, остров войны и мира. Недалеко от Казани расположена Елабуга, город, сохранивший уникальный облик купеческого города 19 столетия. Родина всемирно известного художника Ивана Шишкина. Татарстан – регион мира и толерантности. Уникальная земля с богатой историей и традициями. Здесь каждый найдет что-то для себя. Здесь прошлое и будущее слиты воедино. Татарстан – сокровище, которое вы искали.